Едем в поселок Кукан Хабаровского района. Вот. Поселок Кукан упоминается в дневниках Арсеньева как большое стойбище Гольдов. Это один из поселков, в котором поэтому мы хотим посетить Колдок и село Наумовка, и Талакан, Догардон. Это те стойбища, в которых наши предки проживали, вот, и в котором упоминают Арсений в своих дневниках. Hayat vaktilleri. Кетен орында. Белгіні де. Кепті. Аттат. А? Алакамбыт тігер сол. Ол кепсетен барам, голова левли. Да? Ава сөпірген. Оларны бұл автаде тұрады. Ол кәдер білейін. Кем бары ирде. Тетя Дала. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, проходите. Да, проходите. Отлично. Вообще всю жизнь, которую жил там. Самый такой Ну сколько может быть человеку? 90 лет или 80 лет, да, который здесь прожил? Ну, есть такие, но только я вот не знаю. Нету таких, Почему? Ну, самый старожил, который здесь жил. Есть такой? Они все украинцы, они же не наши, это не Они, японцы. да. Нам не надо, конечно. чтобы был украинец, там без разницы. Они же помнят, что как вообще тут жизнь-то была, они же рассказы же есть. Они пришли сюда рубить лес, правильно? Я Да, так понял? дело в том, что получилось, знаете, как у нас получилось? Вообще же здесь раньше было нанайское стойбище, а потом, когда начались вот эти все репрессии, сюда стали высылать как в ссылку. Лесорубов, правильно? Да, в ссылку. И вот получается, потом-то это уже стали как репрессированные, но их всех сюда ссылали, и они здесь и на ледянках готовили лес. Ну и так вот образовался здесь поселок, потом вот за рекой Урмин, там если по дороге ехать, там у нас раньше был поселок в Тулуяне, за Тулуяном дальше был поселок Куримжа, за Куримжой Чалбуха. А сейчас же этих уже поселков нет, а вниз, если вот как вот от Кукана едем вниз по реке Урми, то у нас был поселок Колдок, там уже тоже ничего нет, там теперь только одна пасека. Наумовка, да? Наумовка, да, но в Наумовке там поселок еще существует. Томское раньше тоже было большое поселение, но сейчас там вот одна бабушка Студаляк живет, тоже больше нету. Но у нас выше верховье, получается, Урмина, там у нас есть еще поселок Дагардон, а вот уже потом за Дагардоном Талакан. Но он тоже теперь там А в Дагардоне есть люди? Да, в Дагардоне люди проживают, конечно. Там 53 человека, у них там школа, дом культуры, медпункт, как бы электростанция. А, Там даже вот- школа есть? Да? Конечно, да. Там школа 9-летнего образования, там и все это есть. У нас в Номовке школы нет, детей возят сюда, а так-то оно как бы есть. Вот. Ну а старожилы, получается, я вам могу предложить потом проехать к Полухиной Антонине Георгиевне. Вот, ну вот что она вот такая, она сюда выслана была, как бы сможет. На Талакан наш этот микроавтобус поедет. Может? Нет, наверное, не проедет. Но сейчас приедет глава Кузнецов Иван Сергеевич, он по дорогам вам больше скажет, как бы это. И сейчас еще должен прийти мой брат. Актенко Юрий Валентинович, он там ездит, как бы это, он охотник, потому что, ну, он папину традицию поддержит, он вам больше расскажет, он там был, как бы это, да. Так что это, ну, как бы, я сама как бы там ни разу не была, я вам сказать по дороге не могу. Арсеньева экспедиции кто-нибудь тут рассказывал, исследовал? Нет.
Ну, вы знаете, у нас по Арсеньеву вот только по школьной программе. Ну, то, что вот была школьная программа, ну и наш сельский библиотекарь, вот Анастасия Алексеевна, ну вот она детям еще проводит литературные часы. Подходи сюда ко мне. Вот, Мария Владимировна, это наш культорганизатор. Вот девочки мои, они вот готовят информацию. Ну, вот только что вот по книжке у нас есть в библиотеке, и вот они детям выдают информацию. Школа также наша, куханская. Название местности Быгин. Как называется? У нас есть Быгин. Быдыры. А? Быдыр есть. Бадыр мы видели? Вот Быгин сейчас приедет, глава поселения, он, наверное, больше знает. Сейчас Алла Михайловна Шуваева. И придет, да, Шуваева Алла Михайловна, школьный библиотекарь. Может быть, она нам что-нибудь еще дополнит. Как бы это такое вот. Хорошо. Так это. Сколько в этом поселке народу живет? Ну, у нас население 1200 получается. Ну, оно у нас как разнонациональное. У нас здесь и украинцы, и немцы, и хохлы, нанайцы, и венхи, и нимхи есть. Ульчанка вот у нас есть, Дубовик Ольга Николаевна, одна единственная как бы. Удыгейцы. Ну, так вот, русские. Так что... Ну, вы знаете, как бы... Ну, в основном люди, местное население у нас в основном, ну, тайгой занимаются. Промысел. Ну, лес тоже, ну, а так, рыбалка, охота, собирают дикоросы, кто работает на предприятиях, как бы. Ну, у нас администрация, школа, больница, да, дом культуры, авиабаза, лесхоз, пожарная часть, милиция, как бы такой. Которых занимаются, допустим, лесозаготовкой? Ну, у нас таких именно на поселении нет, все городские. 1200 человек зарплату откуда получают? У нас, знаете, как получается? У нас в основном население, здравствуйте, вот и пришел наш Иван Сергеевич, у нас в основном население как бы пенсионеры и молодежь. Вот, вот ну вот такое вот, как бы. Пусть люди занимаются, пасеки держат, хозяйство разводят. Ну, такого кооператива нет. Нет, пока нет. Здесь пасека есть еще. Чем занимаются? Коровы держат? Держат. У нас коровы, свиньи, куры, гуси, кони, лошади тоже. Много держат? Ну да, у нас как бы Около табун 20. большой, да. То есть, которые ходят по улице, да? Да. И вот видели следы, поэтому спрашивали. А вы их еще увидите вживую. У нас одно время даже держали баранов, но у нас здесь не климат им, потому что у нас много гнуса. Лошадей для чего держат? Ну кто-то на них ездит, Любители, кто-то почему? это Просто любят так, лошадей. это да. Я бы так Не сказала. на еду. Ну, Мясо кушает? Нет. кушает. Кушают, но не все. Лошадей мясо кушает. Ну, есть люди, которые кушают, но не все. Я, например, нет. Я не могу. Оленей нет, да? Ну, у нас здесь есть изюбрь, лось, кабарган, коза, медведь, кабан. Ну, так как бы животных-то в лесу много есть. Ну, соболь, норка, ну, так же, как, наверное, и у вас. Как бы это, такое все есть. Ну, мы с детьми вот занимаемся, наверное, обратили внимание, у нас кружок по декоративно-прикладному творчеству, мы занимаемся с детьми берестой, ну, вот работаем с природным материалом. У меня вот Мария Владимировна, Ольга Анатольевна, мои работники. Ну, я сама. Дети ходят, конечно, с детишки. удовольствием занимаются. Да. Что-то интересное. Берестой у нас редкость, как бы, что по району занимались, а мы, так сказать, и единственные, можем сказать, по району Ну, вот занимаемся это что вот берестой. ручная работа, да. у нас Ручная работа. Как бы Могу делают. ближе показать. А по дороге, а куда Иван Сергеевич делся? Это надо Конечно. спросить у него, чтобы это. Снимая бересту Например, с березы, конечно. если вы захотите доехать до Тулуяна, ну там тоже ничего нет, то там дорога есть сейчас. Как бы на вашей машине вы сможете еще проехать. А вот да, в Талакан
Я не До знаю. Гордона До доехать? Гордона вы спокойно сможете, А там да, еще на Гордоне доехать. местные жители могут вас проводить, конечно. Потому что раньше Но в там дороги Талакане, нет, только пешком, конечно. раньше в Талакане много лет назад оставался жить всего один житель, это был Леня Бельды. Вот у него был, Национал. он национал, да, это. Вот, у него была лодка там, и у него был конь. Летом он, значит, на лодке вниз по речке выезжал в Дагордон, а зимой он на коне выезжал. Вот, так вот, как бы это. Ну, сейчас он тоже уже, к сожалению, умер. Поедем, да? Они сейчас придут? Да. Ты Сами? звонила? Да, Мария Кто? Владимировна Мы позвонила. можем автобус отправить. Съездите, Мария Владимировна. Возьмите с каждого класса, Маш, ребятишек. Ну хорошо. Это наберите. Там человек 15 возьмите, чтобы они это. Вот. А так вот у нас. На 2 декабря прибыли в стойбище Кукан, где провели 5 дней. 10 декабря добрались до Талакана, задержавшись там на 6 дней. Ну, это А, получается, здесь вот раньше, да, действительно было стойбище, это вот Нанайское. Ну и получается, они тогда пошли вверх по Урмину до Талакана, потому что Талакан у нас находится вверх Урмина. Да, Вот. Урми, Ну, Урми, да. река Урми. Река Урми. А вот вы можете, можно потом будет проехать, и она вот прям. У нас поселок на берегу стоит реки. Урми. Урми, да. А река Хур где? А река Кур, она находится, получается, Где Кур? ниже. Это уже ближе к еврейской автономной области. Это то есть мы вот, если вот как ехать в Наумовку, это вот мы проезжаем Наумовку, проезжаем Томское, проезжаем дальше, вот ниже Томского спускаемся, там уже начинается Инская река, и только потом Кур втекает и впадает. Как бы оно так. Ясно. Так, между реками Урми и Кур гора Кровет. Называется Богиня. Как пишет Арсений. Ну, может быть. А здесь никто не знает, Там- что там Богиня. Ну, потому что, понимаете, у нас здесь Куканский хребет. Потом есть Чалбушный хребет. Ну, это вот наша местность. Мы как бы, ну, вот у нас Татарчан вот есть, где Дагордон. Потом вверх по Кукану у нас там есть Березовая, Уичен, как бы нашу местность, вот, ну, по Хабаровскому району, вот здесь наша, которая находится близ нашего поселения, мы знаем. Ну, а дальше уже как бы, ну, не приходилось нам там бывать, чтобы это вот так вот ознакомиться. Да. Как бы, Так, мужики, наверное, знают, Наверное. которые... мужчины знают, да, ездят. конечно. Вы знаете, я на Куканском хребте и в Чалбухе. Я была последний раз, сказала, больше не пойду. Это было, получается, в 2006 году. Я была зимой, там у брата просто угодья. Он меня пригласил, мы туда поехали. Но нам не повезло, выпал большой снег прям по пояс. И мы пешком шли просто. Из этого я сказала все. Больше не ногой, да? Да, ну потому что это далеко, во-первых, 150 километров. Если честно, я там чуть не померла, пока шла. Потом неделю вообще ходить не могла. Вот. Ну, конечно, там тайга красивая. Ну вот он должен подойти, я ему сейчас еще Так, позвоню. национальные костюмы, у вас есть национальный костюм? Просто костюмы аборигенов, как говорится. Да, но они у нас сейчас в поселке Дагордон, потому что мы вот меняемся, они там в Доме культуры. Ясно. Как бы это. А до Гордона сколько километров? А до Гордона отсюда вот 33 километра. Вот вы ехали сюда, вот так развилку. И такая развилку есть. видели? На 13-м. На 13-м Вот километре. это туда на Вот Дагордон это, пошла да. дорога. Хабаровске само? Город? Наш Хабаровск. это вот головной офис, город Хабаровск, улица Волочаевская, 6, администрации районные. Ну там. Ага, У нас получается Хабаровская гора.
Туда-сюда ездить оплачивают? Как Командировки, как у нас считаются, это такие на семена. Когда как. Ну, вообще, конечно, оплачивают дорогу. Ну, потому что дорога очень далекая, не легкая. Ну да, мы вот отсюда, получается, 5 часов. в 7 утра мы выезжаем, едем в Биробиджан. В Биробиджане садимся на «Газели» и только потом едем В Хабаровск, и там уже до нашей межпоселенческой Валентины еще другая культура. Да, интересно. Биробиджан. Понятно. А так вот учителя, врачи, они как сюда приезжают? Им оплачивают? Ну, конечно, им оплачивают. Ну, на данный момент у нас врача нет, у нас только фельдшер. У нас факт тут есть. Да. Вот, учителя у нас как бы в школе есть. У нас все местные, только недавно вот учитель английского к нам приезжала, она в этом земский учитель, как по Ну, программе. вот это вот. Она уехала уже. Уже 3 года прошло, и она уехала. Больше никто пока на жилья нет для них. Нет, ну сейчас девочка у нас учится, это, поступила на учителя английского. Ну, А гектары взяли? Здесь, по-моему, я даже не знаю. Гектар не оформляли? Здесь точно нет, может где-то в Наумовке там. Ну вы знаете, а для чего его? Его у нас здесь оформляют. У нас и так тут земли есть. Все, Рыбалка, какая рыба? Рыба у нас кита, ленок, А. кариус, таймень, щука, налим, самы есть, за карасями есть. Ну как бы рыба, как бы так. Эти это, еще огромные. Достаточно, да? Достаточно. таймень. Ну да, рыба это как бы это. Хватает. Хватает. Это, ну, основной продукт питания это рыба, да? Ну да, мужики постоянно ходят, ну у нас да и женщины даже ходят на рыбалку. Я сама любитель порыбачить и на удочку, и на Летом зимнюю часто. А у нас вот рыбалку. речка сразу, вышел Да, сюда. и Садись как на бы- бережок. Ну дикоросы заготавливают, ягоды собирают. как бы Дикоросы, это. брусника, голубика. Брусника, голубица, клюква, лимонник у нас здесь, а как бы это. Тайга как бы у нас ну, богатая, можно сказать. Ну что, Кедр есть. кедр, да, есть. Папоротник тоже Да. заготавливают, черемшу, А все это и растет. Весенний-осенний период птиц. Ну да, утки, эти дикие гуси, как бы это да. Много набивает. А вы знаете, а у нас как бы вот их почему здесь и много? У нас как бы не любители, вот их есть. Стрелять, да? Да, как бы ну, там по пальцам можно перечесть, кто ест вот эту дикую птицу. Как бы из-за этого вот она у нас здесь. Своя в Ну сарае. конечно, да. Свои куры, свои утки, У нас свои гуси. рябчики здесь еще водятся. Рябчиков как бы, вообще это очень фазаны много, фазанов много. тоже. Прям в огороде. Идешь? В огороде они слетели, Куда полетели. он Сергей учился? Ну, так как бы. Ну, дневник этот читали, этот Янбуринский? Да не открылся он у меня. Я бы хотела, мы с вами по телефону-то разговаривали, и я закрутилась, я забыла. Я бы хотела, чтобы вы нам скинули на почту администрации. Дома и так все по кругу. Ну, есть, конечно, люди, которые строят новые дома. Но это же надо построить его, оформить, зарегистрировать там и так далее. А отопление это... Отопление у всех практически печное. Печка, ну, у некоторых людей, не у много у кого, которые есть комбинированные. Ну, у нас тут на электрокотел не подключишь, потому что если подключишь электрический котел, то свет в деревне сразу у всех померкнет. Ну, лампочка станет. это станция местная, Станция да? не вывезется электрокотел. Местная станция. Местная, да. Которые есть, но они тоже твердотопливные. Уголь. Дизель, да? Дизель, да, стоит станция. Давайте чай лучше